Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Тяните билет и отвечайте. Как ваша фамилия? Лукманов. Чему же вы улыбаетесь, Лукманов? Ну, рад, что на первый вопрос правильно ответил. Так, давайте посерьезнее. Иначе я вам дополнительный вопрос задам. Ну, отвечайте, отвечайте. Эх, Лукманов. Знаешь, что общего у студента и дворняжки? Нет. Вот у обоих глаза вроде бы умные, а сказать ничего не могут. Но я правда учил. Я все знаю и знаю ответ на ваш вопрос. Просто вы, наверное, меня не поймете. Я активист, я выступаю на сцене, пою, пляшу, спортом занимаюсь. Вчера вот у нас мероприятие было, еще в декабре будет смотр конкурс часов. Вот так вот, да. И, кстати... Лукманов, нам в свое время ничего не мешало. Да и сейчас не мешает. Вот Ильдара Казнавевича знаешь? Конечно, знаю. А ты знаешь, что он каждый день на гитаре играет? Или вот, к примеру, профессор Якомасов. Боже, как он поет романс. Ну, не знаю, что-то не верится. Да вот. Хочется посмотреть? Ну, конечно, хочется посмотреть. А вот давай я тебе покажу. А давайте посмотрим. Dik boyları zor eşkin, müzesiz de olası. Sarı çeşkeleri boylarına düşmezler, görmegen bular idi. Sarı çeşkeleri Din boylarına yükleme, sonra şişe rüzgâr. Eller uzakta yükleme, boyuna düşkene. Eller uzakta yükleme, boyuna düşkene. Din boylarına
теплое, так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских. Иногда проявляет одни, иногда другие. И часто бывает не похож сам на себя, оставаясь между тем одним и самим собой. Может быть, поэтому мне много интересно и все хочется попробовать. Мне очень хочется соответствовать высказыванию Антона Павловича Чехова. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. И так же, как ему, мне хочется прожить жизнь бодро, осмысленно, красиво, играть видную, самостоятельную благородную роль, делать историю, чтобы новое поколение не имело права сказать про каждого из нас, то было ничтожество. И как философ Кант, я испытываю жажду познания. Беспокойное стремление влечет меня все вперед и вперед, и каждый успех на этом жизненном поприще дает мне радость. И как Шаляпин, я не верю в одну спасительную силу таланта. Выдохнется без него и самый большой родник. Как заглохнет пустой родник, не пробивая себе дороги через пески. Напрасно думают, что фантазия нужна только поэту. Это глупый предрассудок. И в математике она нужна. Даже открытие дифференциального интегрального исчисления невозможно без фантазии. Воображение. Без этого качества, считал философ Дидро, нельзя быть ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком. И так же, как мой любимый поэт Эдуард Асадов, свое воображение я черпаю в красоте окружающего мира. Сколько песни суждено пробиться, все ли в мире может повториться. Лист в ручье, снеги, над круче вяз. Разве будет это 1000 раз? Лупит гром из-под небесной пушки. Дождь, дождь, на лужицах веснушки. Капли брызжет, бьет по мостовой. Крупный дождь, в орех величиной. Если это чудо пропустить, как тогда уж на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не возвратить. И как Асадов, я считаю, на свете нужны честность, порядочность и чистота. Мы светлыми, добрыми быть должны. В этом и красота. Мне плевать на злобную спесивость, пусть хоть завтрак с зерном на супу. Не могу терпеть несправедливость и смотреть на подлость не могу. Знаете, почему люди летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так разбежалась, раскрыла руки и полетела.
после экзамена особенно чувствительным становишься. У меня до сих пор вот этот звук вагонов в голове и голос военкома. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в собаках. Что, пересдача? Да расслабься ты. Ну, преподаватель каким бы ни был, тоже человек. Ну, походишь к нему недельку с грустными глазами, поплачешься, а там, глядишь, он тебе и поставит. Если бы я раньше себе эту способность развил, я бы, наверное, в театральный пошел. Да я учил, в том-то и дело. Я вот всю ночь, каждый день учил. Я как там его, как Менделеев. А когда пришел на экзамен, главное забыл все. Все пропало. Ой, да успокойся. Вот доучишься до 4 курса, а там разовьешь главную способность студента. Не знал, но вспомнил. Очень помогает. Ой, да учиться бы, а. Слушай, а сыграй-ка что-нибудь на гитаре. Ну, настроение подымение после этого экзамена, нервы ни к черту. Удиви-ка меня. Ну, ты сегодня, конечно, уже удивил. С тебя хватит. Так удивил, что повторить попросили. Но, кажется, я знаю, что тебе может помочь. И что? Да есть у нас один преподаватель, лучше, чем Басков поет. Да ты чё? Да. Да не верю. Браво!
первые минуты Бог создал институты, Адам его студентом первым был. Он ничего не делал, ухаживал за Евой, и Бог его стипендии лишил. Он ничего не делал, ухаживал за Евой, и Бог его стипендии лишил. Драма у Адама, вызвали Адама на расправу Божий деканата. И на землю прямо сбросили Адама. Так пошли студенты, говорят. И на землю прямо сбросили Адама. Так пошли студенты, говорят. От Евы и Адама пошел народ упрямый, лихой, неунывающий народ. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего 2 раза в год. От сессии до сессии живут студенты весело, А сессия всего 2 раза в год. день мы прогуляли, ночь мы проболтали, и теперь не знаем ни бум-бум. Ты выпил загуляющих и ничего не знающих, и сессию сдающих на бум. Как выпьем загуляющих, ты ничего не знаешь, и сессию сдающих на бум. Но вот пришла защита, и наш декан Никита такие указания давал. Кого на индигирку, кого в какую дырку, кого куда хотел, туда послал. Кого на индигирку, кого в какую дырку, кого куда хотел, туда послал. Добрый день, Сергей Степанович. Здравствуйте, Марик Камилевич. Как прошел отпуск? Да, все хорошо, но, честно, маловато. А у вас как дела? Да вот, начались хождения по мукам. Сегодня студент один был на пересдаче. Уже целую неделю ходит. Вроде бы что-то знает, но молчит. Я ему и так, и сяк наводящие вопросы задаю, а он ни в какую. Вот думаю, наверное, еще недельку походит, и я сломаюсь, поставлю ему за упорство. А у меня пара сейчас была. Студенты умоляли, чтобы я им дополнительный день выделил. Видите ли, лабораторные работы хотят сдать. Где-то они там выступали, активисты вроде того, что-то такое. Это вы к чему? Они все время просят. Ну, я вот думаю, может быть, нам директора тоже так поумолять? Он нам пару деньков добавит, и мы отдохнем. Мы ведь тоже петь умеем. Абсолютно с вами согласен, Сергей Степанович. Пойдемте посмотрим, А давайте кто во что гораздо. покажем всем. Давайте покажем. Мне это понять, чего нет, плачет душа горьким ядом, сердце словно ножи. Как дальше жить? Больше тебя нету рядом. Я помню шепот горячий губ и нежность ласковых рук. Я обещания твои верну, но лишь любовь не смогу. Даже если ты найдешь всю пустоту миров, если я
что в Башкирском государственном университете самые квалифицированные преподаватели. Но главное, что они еще и талантливые. Глядя на них, кажется, что невозможного нет. И сегодня на этой сцене рука об руку выступали студенты и преподаватели физико-технического института и факультета математики и информационных технологий. Студенты и преподаватели. Талантливы вместе! Кто ошибется, кто угадает, разные счастья нам выпадают. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тени, я привыкаю к несовпадению.